Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, а тема будет такой: что вас ждет, что по судьбе и что случится на будущей неделе. Какой будет для вас эта неделя, чем порадует и что принесут вам следующие 7 дней. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, что меня ждет, что мне по судьбе на будущей неделе, какой будет для меня будущая неделя. Давайте посмотрим. Я думаю, все уже настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. А неделя-то интересная. Слушайте, вас удача ждет. Вас ждет удача в каком-то деловом вопросе. Бумаги, договора, документы, заключение каких-то договоров, получение, может быть, каких-то денег, оплаты, зарплаты, выплаты. Вот здесь идет удача. Удача. Вы как будто бы всех переигрываете. Вы впереди планеты всей. Это замечательно. Если у вас запланированы какие-то деловые переговоры, встречу, поиск работы, получение либо выбивание даже, может быть, у кого-то каких-то субсидий, льгот, денежек, да, может быть, там с должников будете требовать, поверьте, все очень хорошо, легко и удачно пройдет. Вот. Так, да, кстати, на работе у вас какой-то полный релакс, отдых и наслаждение собой, своей жизнью. Будете заниматься чем угодно, кроме как работой. Ну, вот все как-то налажено, все отлажено, вас работа не беспокоит, все идет своим чередом, вы особо не напрягаетесь. Вы скорее на работе будете чем-то вот заниматься, знаете, помимо. Больше будете, например, в интернете сидеть, может быть, с кем-то общаться, переписываться, разговаривать, да, с коллегами. Вот как затишье у вас на работе, затишье. То были какие-то горячие деньки, аврал какой-то происходил, какие-то вот нервы, переживания, стрессы. А в эту неделю вот как речка такая гладкая, спокойно все идет. Для тех, кто сам на себя работает, ну, вы тоже как-то не напрягаетесь особо. Единственное, что какую-то информацию будете изучать. У вас идет какой-то большой поток информации, либо изучение большого объема информации. Может быть, что-то будете усовершенствовать, либо думать об этом, какие-то планы, стратегии разрабатывать. То есть у вас больше как мысленный труд идет, да, погружение в какую-то мозговую активность у вас полная идет, прям 100%. Ну, вот что касается ваших повседневных дел, ну, все как бы у вас четко, как часы, все работает, никаких проблем с этим нет. Так, у кого-то, кстати, будет зарплата, либо какая-то выплата на работе, и вы прям улыбаетесь, вы получаете там конверт, да, либо чек, вот кто как получает. Я вижу, что у вас улыбка. Вам какие-то дополнительные денежки, скорее всего, будут начислены. Ну, как переплата, что ли, идет, да, либо там премия, бонус, там, не знаю, надбавочка какая-то. Вот приятненько идет вам, приятно. Я вижу, что улыбаетесь. Так. Вот в доме у кого-то идет то ли генеральная уборка, то ли вы планировали будете этим заниматься, то ли вы не планировали, но так сложатся обстоятельства, что вам придется этим заниматься. Какая-то колоссальная работа вот именно в доме будет выполнена. Может быть, не знаю, окна помоете, да, там, мойте их раз в год. Либо вообще там кто-то приходит, моет. Но вот именно в этот раз вы будете делать самостоятельно. Вот прям как цель себе поставите, навести какой-то идеальный, абсолютный порядок. И вы этого добьетесь. Устанете, правда, но вы будете крайне довольны вот результатом, который вы получили. Да, вот как даже у вас идет вот себе говорить, вы какая молодец, какая умничка, вы как хорошо сейчас.
Да, вот чем-то будете домашним заниматься и прям усиленно будете заниматься. Тяжелая работа идет, но вы результатом довольны. Так, смотрите, здесь у меня пара, мужчина с женщиной. Мужчина с женщиной о чем-то долго не могли договориться, вот не было какого-то единого решения. Женщина к себе тянула, мужчина к себе тянул. Может быть, даже по этой теме вы очень часто как ругались, да, и никак не могли решить. Вы какие-то, может быть, даже условия мужчине ставили, либо наоборот, мужчина условия ставил. А за вас судьба решить эту ситуацию. То есть вам не придется договариваться, вам не придется решать, вот как вас перед фактом поставит судьба. Именно судьба поставит перед фактом. То есть будет всего лишь одно решение, которое нельзя будет обойти, либо игнорировать. И здесь вот ничья у вас выходит. Вы знаете, вы примиритесь, вы успокоитесь, и оба даже обрадуетесь, что судьба за вас все разрешила. Поверьте, судьба вас не обидит. Здесь ни мужчину не обидит, ни женщину не обидит, все хорошо у вас будет. Так, а для тех, кто у меня планировал какое-то свидание, либо встречу, может быть, вы куда-то хотели вместе поехать, либо что-то вместе сделать с мужчиной, то же самое. Вот судьба вмешивается, может быть, место другое будет, либо время другое будет. Но какой-то прям идеальный вариант у вас идет. Вот, не нервничайте, не переживайте, все будет. И встреча будет, свидание будет, и поездка будет, все замечательно будет. Так, а здесь вот смотрите, какая красивая птица с правой стороны прилетела и так крылышки расставила. Это замечательный знак счастливых новостей. Новостей, которые, меняют жизнь, меняют настроение, меняют все вокруг. Очень важные новости не только для вас, но и для ваших близких. Может быть, какие-то допуски, разрешения, документы, какие-то, может быть, может, наследство, да, извещение, что вы получаете большое наследство. Вот придет документ, либо посыльный вам принесет, либо по почте вам придет документ. Вот я вижу, что все довольны, все улыбаются, все друг друга поздравляют, когда получают этот документ. Придет, очень вас порадует. Так, здесь у меня женщина, которая, то ли готовить что-то будет, либо к чему-то будет готовиться. Какой-то вы произведете фурор. Вот если вы будете что-то готовить, может быть, принимать гостей, либо у вас какое-то мероприятие, там, день рождения, либо вас просто там попросили, да, что-то сделать. Вот о вас будут люди говорить, вспоминать вас будут. И вы как имидж себе вот какой-то заработаете очень классный. Даже, может быть, потом незнакомые люди к вам будут подходить и спрашивать: боже, это вы правда это делаете? О, боже, научите, расскажите, подскажите, как это все делается. Какое-то время вашего триумфа идет. Вот. Если вы куда-то будете приглашены, но вы так будете потрясающе выглядеть, что затмите всех и сразу. И вот прям к вам будут приставать женщины, да, к кому ты ходишь, к какому косметологу, чем ты пользуешься, какими кремами, о боже, а как ты похудела, а что ты кушаешь, какая диета, да, вот прям засыпят вас такими восторженными вопросами. Да, тут женщина у меня триумфатор идет. В ваше время звездочка на небе, самая прекрасная, заблестит. Так, девочки, готовьтесь. На этой неделе какой-то мужчина будет вам признаваться в своих чувствах. У кого-то отыграется, что мужчина выпьет и не сможет в себе держать эти чувства. Прям пристанет к вам и начнут лить пьяные слезы, как сильно он вас любит. Это будет правдой. Это будет действительно правда. Знаете, что этот человек давно вас любит, но вот не мог вам признаться. А у кого-то отыграется, что мужчина в какой-то шутливой форме будет вам признаваться. Но он-то будет шутить и с улыбкой будет об этом говорить, но глаза будут очень серьезные. Вот он будет проверять вашу реакцию, как вы среагируете. Если вы среагируете, на его взгляд, правильно, то он улыбочку-то уберет свою в карманчик, да, и серьезно будет с вами говорить, объясняться,
признаваться и прочее, прочее. Вот. Если мужчина вам не очень нравится, либо вы не хотите с этим мужчиной, ну, отшутитесь от него, отшутитесь и все. И он больше не станет тревожить ваш покой. Так идет. Ну, а тот, кто пьяный, как говорится, проспится. Вот. И уже, знаете, как второй раз ну, просто не наберется мужества вам об этом сказать. Так. Кстати, о пьяных. У кого пьющие близкие родственники, либо в семье есть человек, который пьет. Человек вас очень порадует тем, что он откажется от какого-то мероприятия, да, либо вы вместе будете, да, человек скажет, нет, я пить не буду, я там сачок, либо какую-нибудь там минералочку, да, но алкоголь нет. Прям так четко прям все это скажет, и вы прям будете смотреть, думать, какой молодец, да. Вы там к худшему готовили, что сейчас набьется, в свинюку превратится, а потом тащи его на себе, а он так скажет, нет, не буду, и все. И я обещал жене, например, да, либо я бросаю, там, я в завязке. Ну, порадуйтесь вы за мужчину. Удивит, действительно удивит. Так. Кто-то вам названивать будет целую неделю, вот, беспокоить вас человек какой-то будет. И человек какой-то истеричный, либо человек с каким-то нервным заболеванием, психическим заболеванием, да, может быть, очень эмоциональный человек, нервно реагирует на то, что происходит в его жизни, вокруг, там, не знаю, на новости может реагировать очень бурно. Это прям будет вам названивать целую неделю, да, и день, и ночь, и без понимаете, без продыху. Не стесняйтесь человека послать на 3 буквы. Не стесняйтесь, ну, так и выразиться, да, что ты меня беспокоишь по мелочам. Да, у меня есть своя жизнь, свои обязанности. Зачем мне звонить там каждые 5 минут и рассказывать, о боже, какие страшные новости там по телевизору показали. Да, либо, ой, я так переживаю, я так боюсь, мне надо с кем-то поговорить. Посылайте. Человек, может быть, и обидится, но быстро отойдет. Хуже будет, если обидитесь вы. А вас, я вижу, этот человек своими вот этими бесконечными дерганиями через звонки может, ну, довести до белой горячки. У вас прям глаз начнет дергаться, и вы прям не выдержите, в очень грубой форме этого человека пошлете. Поэтому сразу вот, да, только начинает звонить, вы чувствуете, что это вот пошли в бесконечность, сразу человеку говорите об этом. Просто попросите, не беспокой. Будет время, я сама тебя наберу, поговорим. Но ты меня не беспокой. Все. Так. Здесь вот какая-то новая женщина в вашей жизни появится. Именно женщина. Меньше вас ростом и такая прям, знаете, худенькая, хрупенькая. По возрасту не могу сказать. Но вот визуально четко могу ее описать. Очень худенькая женщина. И ниже, чем вы. У этой женщины для вас что-то будет. Либо помощь она может вам оказать, какой-то совет дать, что-то для вас сделать. Но вы почему-то вот смотрите на эту женщину и думаете, о боже, ну что может это субтильное создание мне там дать, либо сказать, да, что она там может знать. Поверьте, она как какой-то сундучок с ценностями. Очень многое она может сделать, и внешность, она получается обманчива. Да? Она к вам подтянется, она добрая, она ответственная, положительная. Просто доверьтесь, поверьте, вы не пожалеете. Маленькая худенькая женщина, вот. Стоит с ней пообщаться и стоит с ней дела иметь. Так. Обратите внимание, пожалуйста, на ваших деток. Детки, ну такие школьники, да, лет 7-10. Что-то ваши детки не то делают, либо не то смотрят, либо не тем занимаются. Какие-то тайные секретики. Может быть, какие-то запрещенные, я не знаю, там, видео смотрят, да, там, для взрослых. Может быть, какие-то игры играют. Может быть, ну как, знаете, там, покупать что-то захотят, да, то, что там не нужно, может, какие-то игры компьютерные, да. Что-то не то происходит. Дети ведут себя очень тихо, не шумно. Когда вы заходите, такие, опа, с большими глазами, у нас все хорошо, у нас все в порядке.
Вот. Это должно вас насторожить. Что-то происходит. Проверьте, пожалуйста, гаджеты, если ваш ребенок пользуется там, телефоном, компьютером, планшетом. Просто проверьте, что-то происходит. Либо кто-то может к вашему ребенку приходить, ну, например, там, друг, у которого есть телефон, какие-то беседы могут вести, о чем-то могут говорить, но там что-то очень нехорошее. Мне вот это не нравится. И вас тут прям предупредили, что нужно за ребенком смотреть в оба и контролировать, чем занимается ваш ребенок. Не радоваться, что он там притих и молча себе сидит в своей комнате, а именно посмотреть, чем занимается конкретно ребенок, чтобы не было потом, ну, скажем так, дурных последствий. Да? Так, мои хорошие, еще обратите внимание на просьбы ваших родственников. Здесь явно родственники могут приходить, ну вот вышел человек с протянутой рукой, да, что-то у вас просить. И ради достижения своей цели, ради получения просимого, человек может лукавить и вводить вас в заблуждение. А вы как бы родственнику верите, да, ну так думаете, как же, мы же родные, станет ли человек меня обманывать? А да, человек может ради достижения цели. Поэтому, чтобы потом не было неприятностей, вы, ну, как бы старайтесь быть в курсе событий и не постесняйтесь, не поленитесь уточнить подробности. Да, могут вас даже где-то ввести в заблуждение, в чем-то обмануть, лишь бы вы там на что-то согласились, либо что-то дали. Крайне неприятная ситуация, но да, люди иногда по глупости так могут поступать. Злого умысла я не вижу, просто здесь такое острое желание получить то, что человек хочет. Так, еще разговоры какие-то можете услышать, разговоры о себе, либо о своей семье, о своих близких. Ну, сплетни, да, сплетни, какая-то стирка идет, стирка грязного белья, причем вот именно вашего. Не реагируйте бурно. Ну, люди, они на то и люди, да. Язык же он без костей. Любят поговорить. И обычно же как? Говорят о тех, кому завидуют, кого побаиваются, да. Либо о тех, кем восхищаются, но не признают этого восхищения. Ну, что-то такое неприятненькое пойдет, ну, как придет, так и уйдет. Главное, бурно не реагируйте и не пытайтесь кому-то что-то доказывать, что нет, это сплетни, это не так. Ну, это пустое, это лишняя трата времени. Люди, которые вас знают о том, что вы человек достойный, а сплетням этим не поверят. Ну, а если человек дурачок, ну, что с него возьмешь? Да, ну, любят поболтать, может быть, там, заняться нечем, вот там сплетни переносят. Как придут сплетни, так и уйдут, тут переживать не стоит. Так, у кого есть загородный какой-то домик, либо дача, либо родственники у вас там живут, куда-то вот за город вы выезжаете. Если у вас были планы на эту неделю, то, скорее всего, не получится. Виной тому будут какие-то неблагоприятные природные условия. Может быть, там прогноз, там, дождь очень сильный, там, порывы ветра. Вы останетесь дома. Либо, ну, я не знаю, там, да, что-то произойдет, там, вот, что-то с природой, с погодой связано, да, что вы не сможете поехать. Поэтому придумайте себе, да, чем вы сможете заняться, например, на выходные, если вы хотели на выходные поехать. Так, кому-то еще идет очень приятная встреча, неожиданно приятная встреча с человеком, с кем вы давно, ну, как бы либо не общались, либо не виделись. Может быть, это какие-то бывшие там сотрудники, одноклассники, соседи, может быть, даже какие-то. Вы очень друг другу обрадуетесь, вот прям так миленько поговорите, какой-то важной информацией обменяетесь. Ну, будьте рады этой встрече, вы будете рады вот пообщаться с этим человеком. Ну, и человек будет очень рад вам. Да. Так, девочки, вот кто-то пишет, девочки. Пишет, очень много пишет. Какой-то человек вот прям на этой неделе пробьется. Ну, я так понимаю, мужчина. Мужчина, который будет гореть к вам желанием познакомиться с вами, поговорить, пообщаться. Вот, очень много будет вам писать. Ну, неплохой мужчина, неплохой, стоит обратить внимание. Он в правой стороне вышел, то есть прям за этого мужчину просят, да. Обрати внимание, поговори, пообщайся, человек стоящий. Так, еще вот смотрите, какая-то женщина у меня здесь на ноги жалуется.
либо проблемы с ногами у этой женщины. А у вас больничка идет, а вам что-то сделают. Вам что-то сделают, либо укольчик какой-то сделают. Ну, почему-то я спину вижу, в спину могут укол делать, либо что-то делать. Может, массаж какой-то. У вас улучшится, не переживайте. Так, мои хорошие, неделя у вас очень интересная, и проживете вы ее просто на одном дыхании. Хороших событий много, но и не забывайте контролировать процессы, да, особенно все, что касается деток. Все будет замечательно. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.